Вы возглавляете фонд, который реализует важнейшие направления реализации социальной политики, обеспечивая меры государственной поддержки, в том числе социальной поддержки многих наших граждан. Мы особо подчеркиваем роль и значение таких выплат. Это безусловное их исполнение, своевременное исполнение, выполнение всех социальных обязательств. Поэтому хотел бы сегодня, чтобы вы рассказали, как выстроена работа в этом направлении, об итогах за 7 месяцев текущего года и, соответственно, как идет подготовка над бюджетом 2027 года. И напомню о том, что мы с вами обсуждаем вопросы по реализации государственной социальной политики, которую определил глава государства в своем послании Народному собранию. И в этой связи мы эти меры реализуем уже начиная с 1 мая текущего года. Фондом были внесены предложения о очередной индексации размера ряда пособий, которые были приняты. И по этому поводу тоже хотел бы, чтобы вы проинформировали нас, как ведется работа, сколько получателей, хватают ли объемы, прибегаем ли мы к каким-то особым условиям оказания помощи, ну и аналогичное по всем другим видам пособий государства. Фонд социального страхования охраны труда, не побоюсь этого слова, продемонстрировал очередной раз эффективность финансового управления и выплат всех ключевых плановых показателей. Доходная часть фактически за 7 месяцев 2026 года составила 144 миллиона 711 тысяч рублей, что на 8 миллионов 700 тысяч рублей больше показателей за тот же период, аналогичный 2025 года. Фактически расходы составили 168 миллионов 557 тысяч рублей, что соответствует 61% от утвержденного планового годового бюджета. Расходы были сфокусированы у нас в самом главном направлении, это выплата государственных социальных пособий, и мы работаем в этом направлении. В структуре расходов на социальную защиту наблюдается разнонаправленная позитивная динамика по основным социальным выплатам, что подтверждает приоритетность социальных обязательств фонда перед работодателями, плательщиками страховых взносов. В Министерстве туризма подвели промежуточные итоги высокого сезона. Несмотря на сложности с логистикой и топливный кризис, показатели назвали вполне оптимистичными. По предварительным данным, с начала года республика приняла около 660 тысяч гостей. Из них свыше 450 тысяч приехали через крупных российских туроператоров. Еще 200 тысяч броней зафиксировал сервис «Островок», и эта статистика пока не полная. Цифры, которые я буду озвучивать, они на 1 августа, а вы знаете, что август наряду с июлем это самый высокий сезон. Я думаю, что еще будут лучше цифры, скажем так, в конце осени. То есть сегодня мы подтвержденно можем сказать, что у нас 600, почти 60 тысяч человек уже отдохнуло в Абхазии на 1 августа. Это цифры только туроператоров и одного агрегатора. А здесь есть масса людей, которые приезжают без услуг туроператора, без услуг агрегаторов, к своим друзьям уже годами, которые приезжают. Здесь нет еще 2-3 серьезных цифр по агрегаторам, которые пока не успели дать данные. Поэтому вот 456,5 тысяч это туроператоры и 200 тысяч один агрегатор «Островок». На главных экскурсионных объектах поток остался практически на уровне прошлого года. Озеро Рица посетили 292 тысячи человек, всего на 4 тысячи меньше, чем летом 25-го. В Новоафонской пещере побывали 226 тысяч экскурсантов. Отставание составило около 10 тысяч. Главной же проблемой отрасли Минтуризма называют ценовой демпинг со стороны крупных отелей. В разгар сезона малый бизнес просто не выдерживает такой конкуренции. Чтобы защитить небольшие объекты размещения, ведомство вместе с Кабмином разработало 2 законопроекта. Документы уже передали в парламент. Здесь мы просим, в нашем проекте закона, одно из видений нашего, значит, есть фиксированная цена, когда, допустим,
собственник отеля заключает соглашение с крупным туроператором, он на 200 дней отдает по одной цене свой отель. И там цена, извините, достаточно рыночная, там 5 тысяч, 6 тысяч за номер на 200 дней. Вот мы, когда говорим о наших предложениях, мы просим высокий сезон. Допустим, если берем цифру в 5-6 тысяч рублей, допускается скидка в 30% для привлечения рекламы, вот от 5 тысяч 30% это 1500 рублей, грубо говоря. И значит номер не должен стоить дешевле, чем 3500 рублей. Высокий сезон. Это создаст более или менее равные условия с малыми объектами размещения, которые плюс-минус по этой цене сдают свои категории номеров. Параллельно в ведомстве занимаются повышением сервиса. Для этого Минтуризма подписала соглашение с Российским университетом туризма. Теперь наши специалисты смогут регулярно проходить там обучение и стажировки. У нас появляется возможность делать стажировки вот в том университете уже российском. Да. Но должен отметить, знаете, и честно сказать, что большой охоты пока не вижу у нашего населения в этом плане, что не есть хорошо. И, откровенно говоря, когда мы говорим про классификацию, здесь очень много связанных, смежных, скажем, вещей. Это в том числе, когда ательер будет претендовать на 4-5 звезд, у него должен будет персонал пройти, соответственно, специальное обучение, образование. Поэтому я очень надеюсь, что эта академия будет нужна, актуальна, и те соглашения, которые мы подписали, будут работать. Хороший приток гостей обеспечивают и массовые мероприятия. Концерты и фестивали все чаще организует сама молодежь за счет грантовых средств. В профильном министерстве событийный туризм считают одним из самых перспективных направлений. Даже самые развитые туристические страны в мире проводят мероприятия, которые должны привлечь гостей на тот или иной курорт. Я могу привести массу примеров от Турции до Испании и с Италии, которые проводят фестивали, крупные мероприятия, концерты для того, чтобы привлечь дополнительное количество людей. Знаю, что на первом этапе государство, безусловно, поддерживало все эти фестивали, проводящиеся в Абхазии, но сегодня лично знаю ребят, которые участвуют в разного рода грантовых программах, побеждают в них, получают эти гранты и на гранты организовывают такие фестивали. Что мы, безусловно, как Министерство туризма, когда люди подают заявки, мы подписываем ходатайственные документы, что мы рады тому, что вот такая сфера у нас развивается. Следующий срез статистики Минтуризма сделает осенью, а окончательные итоги года подведут в январе, уже с учетом туристов, которые приедут в Абхазию в межсезонье. Заур Кварча, Торник Амичба, Абазатовы. Ученые-гидроэкологи из Казанского федерального университета исследуют гидрологические объекты Абхазии, то есть озера. Сейчас мы находимся на озере в Бабушаре. Это рукотворный водоем, и ученые смотрят на то, насколько оно чистое, насколько в нем богатая флора и фауна. Но не будем верить им на слово, посмотрим на показания приборов. Первый шаг полевого исследования – сбор донных отложений. Личинки насекомых, моллюски, ракообразные, мальки рыб – главные индикаторы чистоты водоема. Если дно безжизненно, значит экосистема отравлена. Но здесь ученых ждал приятный сюрприз. Так, и что у нас тут происходит? Да, здесь мы ищем организмы, они называются зообентос. Это личинки насекомых, могут быть моллюски, ракообразные, которые составляют основу пищевой цепочки. Это брюхоногий моллюск, они здесь уже, к сожалению, мертвые, не живые, то есть они здесь когда-то жили. Может быть, мы живые экземпляры тоже найдем. И есть личинка стрекозы, вот она здесь ползает. Я тут вижу какую-то маленькую рыбку. Ну это надо отдельно нам ее положить. Ну, пока сюда сложим. Да, мальки тоже попадаются в бентосе, потому что они как раз тоже едят те организмы, которые у нас здесь могут попасться. Помимо донных отложений, ученые замеряют ключевые физико-химические показатели: содержание растворенного кислорода, минерализацию и электропроводность. Есть прибор кондуктометр, который говорит о содержании солей, он говорит об удельной электропроводности, и по нему можно рассчитать
именно расчетным путем можно рассчитать минерализацию воды. Поэтому опускаем воду, нажимаем на кнопку и смотрим. Финальный замер показывает почти 8 миллиграммов кислорода на литр. Это очень хороший показатель. Минерализация воды составляет около 140 миллиграммов на литр, что делает этот искусственный пруд близким по составу к чистым горным рекам Абхазии. И вот мы видим с вами, что прозрачность тоже достаточно высокая. То есть это не инкит, например, где прозрачность низкая. Это тоже говорит об очень, о хороших сложившихся условиях. То есть в настоящее время здесь хорошее содержание кислорода. Вот уже сейчас у нас вот уже показатели увеличились уже почти до 8 миллиграммов на литр. Это очень радует. Вот. Здесь хороший температурный режим и минерализация, соответствующая природным водам Абхазии с горных рек. Исследователей поразило не только качество воды, но и подводный мир Бабушарского озера. Густые заросли водных растений образовали здесь сложную экосистему, где соседствуют сразу несколько редких видов. Видите, рдесты какие, да? То есть иные виды рдестов красивые. Вот. Рдестов вообще видов очень много. И вот я считаю, что это пузырчатка, но тоже опять-таки, вот видите, у нее даже характерно очень, то есть как будто пузырьки на пузырчатки. Многие вообще краснокнижники тоже. Это озеро неожиданно оказалось одним из самых интересных в гидроботаническом плане в Абхазии. Однако за этой природной гармонией видна и антропогенная нагрузка. Ученые фиксируют следы выпаса скота, из-за чего мелководные участки начинают активно зарастать. Мы видим, что купаются коровы, поэтому в этом месте, где купается корова, купаться не следует. Совершенно точно здесь будет избыточное поступление биогенных веществ, которые приводят к зарастанию. Вот если вы оглянете сюда, вот это такая отделенная часть небольшая, она очень активно, кстати, зарастает. Тут и ладея канадская, тут и еще некоторые виды, которые надо еще определять, некоторые виды, которые вот мне даже не все знакомы. Но благодаря этим зарослям тут поселились и животные. Нам удалось увидеть болотных черепах и даже водных млекопитающих. Нам удалось увидеть на Бабушарском водоеме млекопитающее. Это животное очень похоже на нутрию, но только ближайшее рассмотрение позволит отличить его от собратьев. Животное нас не очень-то боится, но вблизи рассмотреть возможности нет. Этот рукотворный водоем у аэропорта, созданный как часть дренажной системы, открылся ученым с неожиданной стороны. То, что казалось обычным прудом, оказалось богатой и, вероятно, уникальной экосистемой. Информация о том, в каком состоянии находятся водные объекты, в частности, вот этот рукотворный Бабушарский водоем, необходима для того, чтобы понять, подходят ли эти достаточно близкие к городу и к аэропорту объекты для рекреации, то есть для отдыха, а значит и для развития инфраструктуры. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Иахьатәи ҳаиқәшәара ҟынгәа абӷата ҳаицәажәо ииз азеиԥш зҵаара уадаҩрақәа иҟоу адепутатцәа Аԥсны Жәлар Реизара адепутатцәа ибзиаӡаны ирдыруеит, изныкымкәа рхаҭақәагьы ишьҭырхит азҵаара, ибзиаӡаны ирдыруеит аҭыԥ хьыӡқәеи иарбанзаалакгьы Аԥсны аԥсуа иҵанакуа аиқәырхара шаҟа иуадаҩу иахьатәи аамҭазы ҳәа адунеи зегьтәи космос ала уԥшны уахьынхо уҩны акәым, уашҭа иқәгыло ашәыр зҿало аҵла шаҟа цыра ашәырҿы уԥхьаӡо. Ус анакәха, абри аҭыԥ аҵла ахьгыло ҳара ишаҳдыруа еиԥш иахьа ашәҟәы ианаҳамҵар уашьҭан иҿыцҳаҳараца акартала иахәаԥшуа космос аҟынтәи иааԥшны иара ихатәы иҵазар уашьҭан уҭахызар ухы-бҿы акымзаракәа узыҟаҵаӡом. Абри иахьатәи аамҭазы ҳәа адунеи аҟны зегьы дара ртәы ишашьҭоу, дара ртәы шыҟарҵо, ҳара ҳамч мхакәа џьара акарта иаҳзанымҵакәа дасу дара игәаԥхо аниҵар, акымзарак ҳалымшаӡо ҳакәхом. Убарҭқәа зегьы ҳаԥсуаа аҟны иҳаишьақәгылазар, ани аҭыԥ хьӡ иамоу аҵакы аҭоурых аазыԥшуа ҳҵарауаа ианырҵаз ҳазхьамԥшуазар, ҳаҳзыҳәагь хәыҷык иуадаҩхон. Ани акарта инага иануҵоит, акарта иануҵоз аҟны уабжь макьана ҳагхаанӡа, макьана абри акартақәа зегьы еиқәыршәаны иаԥсоумкәа ианырҵаанӡа
ححزني ضحت أتبقى تكوربان أحبا تبقى تزوك أحبا عم يخزى مجازين أخذ وصلت أخذ أخذ كوريختكم شراء شاخوش شراء أتنشر بسبيك أجي Владислав يختكم أمي ونلومتش شاخوش شيء كوشن حمي كوشن يقوش باب بقى يجحشن أبصر زي أورسك زي يخلو يقرانا أبصر سولي إنه يعني زغمي حاجة زغواني شغالة وجو أبصر زجاع أورسك زجاع شو أقول سنة يزج شكو يزج بخذ زبالة خصوص أباس خد تورخ خد كولتورا وخد بعد اشتري حسب وزير حباك الصغير وشو شو جبوش توريزم عشق توريزم عدتات رقوتو كاغرا قولو تو شو سخوتي حقل درجو شو بسك خوش بشيش بريش تاكي حش هو وجل وزم دروا أتوقع هو وزم دروا بس يغلو ЮНЕСКО يجوخ بشوف سازسم يعشزر بسنجلر يحد حكليت أوسبقا وينس تراوا في رفاليري رمي بأبخش نرجلنا بقاش بيوسم تكروما تاج جيتس بيكروما يجرت تراوا يقرط خزي ترت خزو بريزجي تكلنا سيا بسنا تبخ تسكوا خيتسكواها وبرا سمعشو زر بجيف إن ريحنا تبخ تسكوا يقوم بسشلا يحدث كليت ويا وسبق ناس إزلاز دور الله وسبقن بي أبز министра عيزيتا أدرجة كخامو زجامي كرجروما كتا كرجروما وبرت وبري وسبق إنك برشانة إبساخ زرت خناس يقال زوجي شدرويت ناس ويا أسار وجه خنزة وي شتاسس شاقة زمخو وي ناس بري وسبق يحد حكلا سوا يامن ناس إجرت ورس شلا جانجلس بس شلا أويش أبقارا كينا كرشنا ورد كجيقو на транскрипция яшана избан зер нас знам зер знамю вонулан вонцу вонакхо ну занзаска ой саша калфи юқо паханас бри ну замхо юқо пиаранас англис без шалома урыс без шала гизнам зер зна уси убод Сегодня с удовольствием можно отметить, наверное, тот факт, что музыкальный конкурс «Лаборатория» Алисы Гицба, наверное, это уже не просто музыкальный конкурс, потому как за 5 лет он сформировался, наверное, как международная культурно-образовательная площадка, которая объединяет молодых исполнителей, признанных мастеров, объединяет театры, филармонии, образовательные учреждения. Это очень важно. Если говорить о самом конкурсе, наверное, конкурс является сегодня очень хорошим примером реального культурного взаимодействия между Абхазией и Россией. Москва и Сухум сегодня стали важнейшими площадками данного проекта, и в сотрудничество вовлечены очень много людей. Мы же, конечно, последовательно поддерживали и будем поддерживать данный конкурс, потому как видим, на самом деле, практический и долгосрочный результат этого конкурса. И самое главное, наверное, видеть очень сильные проекты. И вот данный проект, он, на мой взгляд, очень важен для Абхазии, очень важен для молодежи, которая участвует в этом проекте. И, конечно же, мы будем создавать и в дальнейшем все условия для развития и поддержания этого проекта. Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что вот когда я уже становилась членом жюри других конкурсов, куда меня приглашали, я просто столкнулась воочию с этой ситуацией, что молодым ребятам просто некуда себя приткнуть. И поэтому, собственно,
наш конкурс и зародился именно в Абхазии, потому что Абхазия, она привлекает, она своей природой, своим богатством, своей красотой и какой-то такой очень солнечной энергетикой. Ребята, которые приезжали на конкурс в Абхазию, они иначе пели, иначе раскрывались. И, конечно, самое главное для меня – это личность певца, не просто вокалиста, который исполняет там то, что написано в нотах, а то, как он относится к этому произведению, его персоналита, музыкальность, понимание стилей, владение языками и вообще понимание, ради чего человек выходит на сцену, что он хочет сказать публике. Вот это очень важно, и когда мы находим таких людей, вот как, например, Валера Макаров, как Софья Саканя и очень много других ребят, которые, к сожалению, сегодня не могут здесь присутствовать по определенным обстоятельствам, вот такие вот бриллианты есть в короне нашего конкурса, и мы всегда с ними общаемся, всегда приглашаем друг друга на различные мероприятия, и я стараюсь просто как можно чаще с ними гастролировать и показывать их зрителям, расширять их зрительскую аудиторию и давать им возможность профессионально расти и выступать на сцене.